Официальные обвинения чеченцев. Сталин и НКВД заявили, что чеченцы якобы сотрудничали с немецкими оккупантами. Только вот есть один нюанс. Немцы даже не дошли до Чечни. Немцы стояли под Моздоком и Нальчиком. Дальше их не пустили. В Чечне не было ни одного немецкого солдата. Так с кем сотрудничали наши старики и женщины, которых разбудили в 5 утра и в телячьих вагонах вывезли в Сибирь? Теперь к белому коню. НКВДшные докладчики писали, что в селе Галайты один старик ездил на белом коне и будто бы объявил о создании Горской республики. Это было использовано как доказательством восстания. Один старик, один белый конь, и это стало поводом для геноцида целого народа. Настоящие же причины депортации были не в мифическом предательстве. Главная причина – это недоверие, страх и политическая расчистка Кавказа. Советская власть хотела уничтожить свободолюбивые народы, которые всегда сопротивлялись и в царские времена, и при коммунистах. Чеченцы не преклонились, чеченцы не гнулись, и именно это была причиной. Это был удар не по предателям, а по памяти шейха Мансура, по духу гор. Удар потому, что не удалось сломить за сотни лет, и что решили уничтожить подлостью и обманом. И последнее. Операция «Чечевица» — это не было выселением. Это был геноцид целого народа. Людей обманным путем собирали, погружали в товарные вагоны и отправляли в Сибирь. Замерзшие младенцы, умершие старики, оскверненные кладбища, взорванные мечети, тысячи погибших в пути, десятки тысяч погибших в ссылке. Ничто не забыто, никто не забыт.